эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Начну с того, что вчера, если бы Юрий Алексеевич Спиридонов был бы жив, то ему бы исполнилось 83 года. И мы с коллегами вчера вспомнили Юрия Алексеевича. Как думаю, вчера вспомнили очень много людей. Ну, во-первых, потому что человек всю жизнь посвятил республике Коми. И что, наверное, очень важно для многих, что Юрий Алексеевич был первый глава республики Коми. И в период, который мы сейчас называем сложным, переходным, период конца 90-х, 2000 год, период становления, и когда все начиналось с чистого листа, очень многое пересматривались законы, целые формации. Конечно, в этот период переходный всегда очень сложно быть руководителем, тем более первым главой республики. И вот хочу сказать вам, что когда вчера вспоминали Юрия Алексеевича, я коллегам сказал, что, знаете, когда ездишь по республике, встречаюсь с жителями, то практически на всех встречах звучат очень теплые слова в адрес Юрия Алексеевича. Говорят, при Юрии Алексеевиче было так-то, такие-то были хорошие дела, стройки, то-то делалось, школа была построена при Юрия Алексеевича. И я думаю, что это, наверное, самая добрая и самая лучшая память о человеке, который работал для людей, и люди, которые помнят Юрия Алексеевича с такой теплотой. Следующая информация. Мы получили, как республика, 30 новеньких автобусов, школьных автобусов. Автобусы выполнены в северном исполнении, то есть это специальные автобусы, которые предназначены именно для республики Коми. Мы отрабатывали с правительством России в этом году заявку, доказывали, что нам очень важно эти 30 автобусов. Помните, что в прошлом году мы за счет республиканских денег закупили 76 автобусов, тем самым мы, исключили вероятность того, что у нас на линию перевозить самое ценное, что у нас есть, наших детишек, выходили бы автобусы старше 10 лет. Это запрещено законом с прошлого года, и мы постарались полностью обновить парк школьных автобусов, что и сделали. Сейчас с получением этих 30 автобусов мы полностью обновили парк. У нас нет больше в республике автобусов, которые бы даже приближались к отметке 10 лет, тем более старше. И новые автобусы – это комплексная безопасность, это и безопасность с точки зрения быстрого обнаружения автобуса, если мало ли что-то происходит и теряется связь, потому что все они укомплектованы системой ГЛОНАСС. И безопасность с точки зрения слежения за состоянием водителя. Все автобусы оборудованы тахографами, следовательно, мы можем оценивать состояние водителя и тем самым тоже повышать безопасность наших детей при движении из дома в школу и назад. И я уже говорил о том, что мы не просто говорим, что хорошо, что мы закупили полностью автобусы, нам поставили автобусы правительства России, но комплексная безопасность – это не только новый автобус, это еще и дороги. И вы знаете, что мы по школьным маршрутам приняли решение в 2022-2023 годы полностью направить средства Дорожного фонда республики с тем, чтобы все проблемные участки по школьным маршрутам
привести в нормативное состояние, что, в общем, мы с 2022 года и начнем. Тем самым мы переходим вот к такому плану комплексной безопасности при перевозке детей. И вот автобусы у нас распределены по всей территории республики. Это и Усть-Кулом, и Прилузия, Усть-Вым, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Илимский район, Ухта, Ижма, Сыктывкар, Княжпогос и Кайгородок. И один автобус получит специальная коррекционная школа-интернат, номер 2 в Усть-Куломе. Еще, я считаю, очень важным сегодня обсудить одну тему. Тема, которая сегодня, наверное, вышла как новость 1 или обсуждаемая тема, это QR-коды. Вот сразу хочу сказать, что для меня, например, немножко непонятно, почему мы современную справку, а QR-код это именно цифровая справка, которую мы не получаем в бумажном виде, а получаем как QR-код, именно как цифровую справку. Почему нас вызвало это в обществе такое обсуждение яркое и активное? Ведь ни у кого не вызывало проблем никогда, когда мы получаем, допустим, справку для того, чтобы приобрести оружие, да, или направить ребенка в оздоровительный детский лагерь. То есть мы получаем справки и получали их всегда, и ни у кого это не вызывало проблем. QR-код – это та же справка. Справка в цифровом виде, которая подтверждает, что вы или я перенес заболевание не более чем полгода, или вакцинировался тоже не более чем полгода. И почему это вызывает такое резкое противостояние у некоторых людей, мне, например, совершенно непонятно. Тем более, что все 85 субъектов QR-коды ввели, то есть страна полностью перешла на это, и представитель правительства Мишустин Михаил Владимирович в своем выступлении тоже дал оценку, что это обязательное и необходимое условие, опять же, борьбы с ковидом и нераспространения ковида. Действительно, зачем-то нагнетается очень сильно, что QR-коды будут необходимы везде. Ну, например, если скорая помощь приедет к вам, и вы не предъявите QR-код, то скорая помощь развернется и уедет. Конечно, это обман, это, как сегодня говорят, фейк, но это очень злобный фейк. И, безусловно, все, что связано с жизнеобеспечением человека, это и скорая, это и МФЦ, это и вот все, что связано с жизнеобеспечением, никаких QR-кодов требоваться не будет. Но если вы идете в театр, если вы идете на концерт, если вы идете в салон красоты, или в спортивный клуб, или в плавательный бассейн, то там QR-код совершенно точно необходим. Во-первых, потому что, как правило, вы имеете достаточно большое время пребывания, допустим, на концерте или в театре, да, это более 2 часов. И какое бы расстояние ни было, все равно это толчая, извините, да, там, при входе в зал, в гардеробе и так далее. Здесь важно, чтобы люди все-таки не заражали друг друга. Ну, либо спортивные залы, где ношение маски противоречит самому по себе, потому что мы занимаемся спортом, и при этом, естественно, общаемся с друг другом. И, конечно, здесь тоже мы должны, занимаясь спортом или занимаясь красотой женщины в салонах красоты, конечно, должны такой QR-код иметь. Ну, потому что возможность либо заразиться, либо наоборот заразить очень высока. Поэтому, уважаемые жители республики, не ведитесь, пожалуйста, вот на эти обманки. Они разбрасываются недобросовестными людьми, которые, к сожалению, зачем-то вот возбуждают совершенно ненужную агрессию, абсолютно ненужную. 6 ноября мы проведем оперативный штаб. Мы ждем сейчас от правительства, и об этом Михаил Владимирович Мишустин сказал, что будет постановление правительства, где будет перечень вот тех организаций, предприятий, куда нужен будет QR-код. Мы 6 ноября на оперативном штабе обсудим. Мы думаем, что уже это постановление выйдет. Если оно не выйдет, то, как я и сказал, это будут только те места общественные, о которых я
которые я перечислил. И, конечно, все жизнеобеспечение, в том числе и продовольственные, и продуктовые магазины, и общественный транспорт, конечно, никакому QR-кодированию подлежать не будут. Поэтому в этом отношении не верьте, пожалуйста, этим людям и этим слухам. По эпидобстановке. Мы опять растем. За сутки у нас выявлен 381 случай заболевания коронавирусом. Вчера это было 378. Сразу скажу, что из этих 381 всего 18 человек у нас были привитые и заболели. Из них 14 человек находятся на амбулаторном лечении, то есть в легкой степени протекает заболевание, и 4 человек госпитализированы. Но при этом снова и снова повторяю, что это менее 5% от заболевших. Все-таки 95% это люди не привитые. Еще и снова повторяю, надо вакцинироваться. И каждый день я цифрами вам абсолютно, арифметика, с ней не поспоришь, показываю, что вакцинированные значительно в меньшей степени угрозы заболевания и тяжелого заболевания. Что касается по умершим, у нас, к сожалению, умерло 15 человек за сутки, очень большое количество умерших. При этом только 1 человек был вакцинирован, при этом человек имел системное заболевание, к сожалению, и именно от системного заболевания и умер. Присоединилась после этого ковидная инфекция, но человек все-таки умер от системного заболевания. Поэтому, вот опять же, из 15 умерших, по сути, все не привитые. Вот еще один довод к тому, что нужно все-таки прививаться. По вакцинированным у нас 280 352 человека вакцинированы полностью. И у нас очень большой остаток. У нас еще за последние сутки 6 тысяч доз дополнительно поставлены вакцины, поэтому у нас сейчас более 144 тысяч доз. Поэтому, пожалуйста, вакцинируйтесь. Все пункты вакцинации работают, поэтому записывайтесь, либо просто приходите и вакцинируйтесь. На этом сегодня вся информация. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, берегите друг друга, берегите детишек своих, обязательно соблюдайте масочный режим, если вы ходите в общественные места. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.